Добрый вечер. В прямом эфире информационный выпуск сегодня. В студии Ольга Цхавребова. И вот главные темы к этому часу. Газификация Дзауского района. К концу года основные работы должны быть завершены. Праздник удался. В Цхинвале прошел фестиваль пива Highland Beer. Борьба за читателя. Началась подписная кампания на периодические печатные издания. Газификация Дзауского района не за горами. В скором времени начнется укладка труб в село Гуфта. Газопровод будет соединять два села Гуфта и Сачри. Это примерно около 2 километров. Также завершаются работы по газификации села Хэцэ. Анжела Кукоева расскажет подробности. В текущем году продолжаются работы по газификации Дзауского района, что является важным шагом к улучшению качества жизни местных жителей. Основная часть работы осуществляется силами районной администрации, которая активно занимается развитием инфраструктуры. Специалисты проводят земляные работы, а уже после начнется укладка труб в село Гуфта. Данный этап работ стал первым шагом на пути к долгожданному топливу в домах сельских жителей. Сейчас важно обеспечить строгое соответствие всем техническим нормативам и стандартам безопасности. Газификация – это не просто комфорт, а важный вопрос улучшения качества жизни и социальной стабильности в районе. Газопровод будет соединять село Гуфта с ближайшим селом Сачри, откуда будет осуществляться подача газа. Meieryn kochen roid domme osios nu gufta gargos na monauchin fala osios linion czerjeni zarund hidul to bochizima a jung sarjeni. A to stefidam na dortar inwi Протяженность новой газопроводной линии составит примерно 2 километра. По плану часть работ по газификации села должна быть завершена к декабрю этого года. Однако полноценный запуск газоснабжения и возможность подключения для жителей станет возможным только в следующем году. Трактор на наход своршиктай бохорстом, маю линию сорстом, маю стей хажартам да нахоттай нахихша лохтом газ. Важно отметить, что подключение к основной линии газопровода будет осуществляться за счет самих жителей, которые будут нести расходы за непосредственное подключение домовладений. При этом основная центральная линия будет построена за счет средств районной администрации. Также продолжаются работы по завершению газификации в селе Хвцэ. Масте фидамата уже чимосай овородай мидама. Тулотадар хиша дроттой своршиктадар хиша дасте. Таким образом, работы по газификации Дзауского района не только способствуют развитию инфраструктуры, но и улучшают качество жизни населения, что является одной из главных задач местной администрации. Анжела Кукоева, Давид Туаев, Зарина Татаева. Информационный выпуск сегодня. С 1 апреля 2026 года иностранные водительские удостоверения, в том числе выданные в Южной Осетии, теряют силу на территории Российской Федерации. Поэтому, если вы планируете поездки за пределы республики, вам стоит обзавестись российским удостоверением. Для этого гражданам Южной Осетии, у которых есть местный документ, не нужно заново сдавать экзамены и проходить медкомиссию. Алена Оттаева расскажет подробности. С 1 апреля 2026 года иностранные водительские удостоверения теряют юридическую силу на территории Российской Федерации. В связи с этим УГИБДД обращает внимание автовладельцев на необходимость своевременной замены национальных водительских удостоверений на российские. Процедура обмена проста. Необходимо представить паспорт гражданина Российской Федерации или вид на жительство, внутренний паспорт гражданина Республики Южная Осетия и действительное водительское удостоверение УГИБДД МВД Республики Южная Осетия.
Для получения российского водительского удостоверения гражданам Южной Осетии не нужно сдавать экзамен, проходить обязательное медицинское освидетельствование и оплачивать госпошлину. Замена водительских прав осуществляется на основании указа президента Российской Федерации Владимира Путина. Необходимо обратиться в пункт обмена водительских удостоверений в здании управления вневедомственной охраны, которое расположено по адресу город Цхинвал, микрорайон Московский, улица Цхавребова, 1А. Пункт выдачи работает с 9 часов до 6 часов вечера, кроме воскресенья. Граждане республики, которые сегодня подавали документы, выразили благодарность за предоставленную возможность, не выезжая за пределы республики, на месте получить российские водительские удостоверения. Процедура производится бесплатно и доступна каждому владельцу транспортного средства. На сегодняшний день российские удостоверения получили больше 3000 наших граждан. Алена Утаева, Альдина Чихоева, Зарима Арсоева. Информационный выпуск сегодня. Учитель – это призвание. Это тот, кто ежедневно вкладывает в подрастающее поколение не только свои знания и опыт, но и душу. О нелегком труде педагогов говорили на торжественном мероприятии. Министр образования и науки Аслан Лулаев особо отметил работу учителей. Сюжет нашего корреспондента. В столице республики состоялась церемония вручения почетных грамот педагогическим работникам, посвятившим свою жизнь благородному делу, обучению и воспитанию подрастающего поколения. Министр образования и науки Аслан Лулаев сердечно поблагодарил учителей за их плодотворную работу и вклад в будущее детей республики. Будьте уверены, что имя педагога мы всегда помним, будем помнить. И, конечно же, заслуженные награды будем находить возможность и время вручать, дорогие педагоги. Сил вам, здоровья, удачи, успехов, как говорится, в вашем нелегком труде. Мы со своей стороны, конечно же, всегда рядом и будем вам всячески помогать. Среди награжденных учителя начальных классов, руководители школьных классов, а также работники дошкольных образовательных учреждений. Каждый из них ежедневно вкладывает в своих учеников не только знания, но и душу. Педагогам и воспитателям были вручены почетные грамоты Министерства образования и науки. Кроме того, им были вручены нагрудные знаки почетных работников общего образования. Они отмечены за высокий профессионализм, многолетний труд и вклад в развитие системы образования. Учитель начальных классов Ленингорской школы Лариса Дряева выразила слова благодарности за оцененный труд преподавателей. Для многих из них награда стала не только признанием заслуг, но и стимулом достойно продолжать любимое дело. Работа с детьми – это для меня не только работа и профессия, но и призвание. Когда твой труд замечают и ценят. Спасибо большое. Я сегодня очень рада и благодарна за такую высочайшую награду. И, если честно, для меня это стимул работать больше на благо не только детей, но и Южной Осетии. Спасибо большое. Элла Сланова, директор школы-интернат, поблагодарила педагогов республики за преданность своему делу и отметила, что профессия учителя – это призвание на всю жизнь. Хочу поздравить всех учителей с праздником. Это, конечно, очень отрадно, когда твой труд по достоинству будет оценен. И хочу пожелать всем много терпения, сил, хороших, прилежных учеников. Дорогие учителя, хочется пожелать вам крепкого здоровья и чтобы ваш труд и переживания всегда заканчивались успехами ваших подопечных, отметил в своем поздравительном слове Аслан Лулаев. Организаторы подчеркивают, что подобные мероприятия – важная традиция, которая помогает напоминать учителям, что их профессия формирует будущее нашей страны. Алина Ельфимова, Рауль Кочиев. Информационный выпуск сегодня.
В наши дни утро большинства начинается с чтения новостей в интернете. Но есть и те, которые не изменяют свои привычки читать печатные СМИ. Тем более в интернет-версии газет и журналов не всегда попадают материалы в полном объеме. Как еще специалисты пытаются привлечь читателей, узнаем из следующего репортажа. В октябре стартовала подписная кампания на периодические печатные издания нашей республики. В цифровую эпоху, когда каждый желающий мгновенно может узнать любую информацию из социальных сетей, традиционная подписка на газеты и журналы снижается из года в год. Но несмотря на это, у печатного издания всегда есть свой преданный читатель. У нас сложился определенный круг читателей, которые постоянно подписываются на нашу газету. И я уважаю этот круг людей, мы с ними общаемся, мы с ними коммуницируем. Вы не поверите, что до сих пор есть люди, которые приносят даже свои рукописи в газету и хотят, чтобы мы реагировали на их просьбы, на их нужды. Когда нам это удается, я бываю очень рада. По словам редактора газеты «Хур» Зарин Ирины Дамбекта, коллективы печатных изданий нашей республики делают все возможное, чтобы донести до читателя интересную и правдивую информацию. И, конечно же, для большего стимула нам нужна отдача со стороны читателя, подчеркнула Ирина Дамбекта. Фашиват нам штаграштаджи саунрайды туйкушинма, Йойман штрсин зигнат хаше, урным аудон сдарног зигнат тарбахаш сышты удон макуды тавайе, фандыса шахира авдишинма, айдах сауга кайканын смаса ирон газеты кушин кайфанды, уйдар махан не патадар хуа маштрах ширгони зигнат хашар, маштрна кау самайнан уа газет кашек. Мах кау газет кашек. Махай хуа мамбарам самай ражан гартарай кушам, самай нахиул кушам, самай ноджи хуждарайма, самай газет понай бома филдар адам агурой. Вул кушам, аманам факашут, мафажива кануту ахоржахай. Для большего интереса зрителя на страницах газеты печатается не только событийная информация, но и различные статьи, рубрики, программа телепередач, гороскоп и многое другое. Печатные издания со временем видоизменяются и дополняются с учетом интересов читателей. Чтобы добыть интересную информацию, корреспонденты газеты сами доходят до каждого района, чтобы рассказать о героях нашего времени, отметила Залина Цхавребова. Также, по ее словам, печатные издания учат молодежь любить чтение, что очень важно для правильного мировосприятия общества. Я думаю, что в будущем газета, как и сегодня, уже станет другим способом получения информации. И я надеюсь, что верные читатели у нас будут всегда. Выписывать и читать газеты не только интересно, но и полезно. Так она позволяет человеку быть в курсе событий, происходящих не только у нас в республике, но и за ее пределами. И как бы ни менялось время, как бы ни вытесняли различные гаджеты и новшества периодические издания, все равно у газет и журналов есть свои читатели. ایران واسط رافستان فرسان از قو خزار خوسه گفتم نخست گفتم باید قو خزار خیلی گفتم باید استاتیا تاییستواد. Местные газеты, конечно же, не отстают от современных технологий. У них есть свои сайты и страницы в телеграм-каналах. Для кого-то читать газеты – это привычка, для других – ритуал, связывающий с прошлым. В этом есть магия тактильного контакта, шуршание страниц, весомость текста в руках. Это другой, более вдумчивый опыт. Агунда Губозова, Фатима Чучева, Рауль Кучев, Сармат Гузитаев. Информационный выпуск сегодня. Праздник удался. Сегодня все любители пива и не только собрались в Пионерском парке. Там прошел фестиваль пива Highland Beer. Гости мероприятия смогли не только насладиться вкусом любимого пива, но и попробовать новые сорта. Наш корреспондент Агунда Губозова тоже была среди гостей праздника. В Хинвале снова царит праздничная атмосфера. В Пионерском парке проходит третий фестиваль пива. Гостей радуют разнообразными сортами пенного напитка из высокогорной кельтской пивоварни. А артисты дарят праздничное настроение всем собравшимся.
Фестиваль пива Highland Beer сегодня собрал любителей пенного напитка. Среди почетных гостей мероприятия и дистрибьюторы из России, поддерживающие нашего производителя. Торговый представитель Южной Осетии в России Таймур Азгогинов выразил благодарность всем, кто пришел на праздник. Знаю, что сегодня на этом празднике есть люди, которые с несколькими пересадками добирались к нам на наш праздник, уже который мы проводим уже в 3-й раз, и он становится традиционным. И я, конечно, хотел бы всех поблагодарить гостей, которые приехали разделить с нами наш праздник. Я считаю, что настоящие друзья – это те, которые искренне радуются успеху своего друга. Конечно, не хотел бы не поблагодарить наших южных осетин, хинвальцев в первую очередь, потому что мы привыкли, это наша традиция, делиться своей радостью, делать праздник для всех, для нас. И я считаю, что мы уже делаем это традицией, уверен, эта традиция когда-то вот уйдет там за 10 и много количества раз. Когинов отметил поддержку президента республики, который на постоянной основе оказывает помощь и содействие в реализации важных экономических проектов. Я хочу поблагодарить всех тех, кто поддерживает, в первую очередь, нашего президента Алана Эдуардовича, который поддерживает нашу новую экономическую политику. Здесь справа и курирующий есть вице-премьер Джамбулат Мирвадикович. Минек здесь вижу тоже. Спасибо за то, что мы вместе меняем жизнь в Южной Осетии. И уверен, что мы все-таки добьемся того, что мы станем самодостаточной страной. В рамках фестиваля гости попробовали разнообразные сорта пива от высокогорной кельтской пивоварни, которая славится качественными и оригинальными напитками. Особенно популярными стали сорта пива Аланова и Рестон. Именно они привлекли внимание не только местных жителей, но и туристов. Владимир Матвеев приехал из далекой Сибири специально на праздник пенного напитка. Он отметил, что Южная Осетия его покорила своим гостеприимством и непосредственностью. Очень рад возможности быть на этом фестивале и вообще в Южной Осетии, в Цхинвале. Я вот даже какое-то родство почувствовал. Крепкие парни, открытые люди. Здесь вот я как дома. Я не чувствую, что я в другой стране, хотя я из Новосибирска, России издалека. Очень качественное пиво, я его дистрибутирую, я только качественным продуктом занимаюсь. Сорт это от высокогорной кельтской. Классик, Border Star, Ирис, там, классик, это мой любимый сорт. Пивовары в этом году порадовали гостей и совершенно новыми сортами пива, сваренными специально к празднику на высокогорной кельтской пивоварне. Новая линейка, первый раз я пью. Очень неплохое, достойное пиво. И я думаю, что оно действительно будет пользоваться определенным успехом у населения. Очень здорово. Во-первых, дегустировать разные сорта пива. Очень вкусное. И то, что здесь такая чудная атмосфера у нас. Очень тепло, очень дружелюбно. Очень здорово, что поют наши певцы известные. И вообще такая хорошая атмосфера. Побольше бы нам таких мероприятий, праздников. К пенному напитку совершенно бесплатно предлагались различные традиционные закуски. Специально ради этого мероприятия привезли разные снеки полностью бесплатно. Близко. Арахис, кальмары, начос, чипсы и гренки. Кроме того, была организована насыщенная концертная программа с участием местных и приглашенных артистов. Агунда Губозова, Сармат Гузитаев, Ринат Медоев. Информационный выпуск сегодня. Юго-осетинская спортсменка Алана Алборова стала бронзовым призером вторых международных игр по национальным видам спорта в борьбе на поясах. Алана выступала в самой тяжелой весовой категории. Она провела 4 встречи, в 3 из них одержала победу. А сейчас узнаем прогноз погоды на завтра. В республике ожидается переменная облачность, пройдет небольшой дождь. В Знаурском районе днем плюс 14, ночью плюс 6. В Дзауском районе днем 12 градусов тепла, ночью 7. В городе Квайса днем плюс 9, ночью плюс 6. В Ленигорском районе днем 15 градусов тепла, ночью 8. В Цхинвале днем плюс 14, ночью плюс 8.
На этом наша программа подошла к концу. Я благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами. До свидания.